Великая сила искусства. Сейчас мы научимся слушать и понимать классическую музыку в исполнении учеников школы имени Нуримана Сабитова. В концертном зале имени Федора Шаляпина идет отчетный годовой концерт воспитанников детской музыкальной школы номер 1. Еще не самый конец года, но юным музыкантам уже есть что показать. Каждый выход на сцену – это целое шоу, каждый ученик выкладывается максимально. Девочки, расскажите про этот концерт. Этот концерт очень интересный, мне показался. Когда я выходила на сцену, мне было очень страшно. Мне очень понравился этот концерт, так как там было очень-очень разных красивых, прекрасных номеров. То, что все красиво поют, и мне очень нравится петь в хоре. А как правильно нужно петь в хоре? В хоре нас распределяют на сопрано и альты. И мы поем в два голоса. Если честно, то, как я думаю, то сопрано, мне кажется, легче петь, потому что я пою сопрано, а другие дети поют альт. Напомним, что детская музыкальная школа номер 1 была открыта в 1920 году и стала в Уфе первой государственной музыкальной школой. У ее истоков создания стояли выпускники Московской, Петербургской, Штутгарской, Варшавской консерватории и Сорбонны. На протяжении всех лет существования преподаватели бережно хранят традиции и поддерживают высокий профессиональный уровень преподавания исполнительского искусства. Как вы понимаете жесты дирижера? Она нам показывает, где выше, где ниже петь, когда снимать. Там рука, когда идет вверх, это значит, нужно выше петь, когда вниз, ниже, когда вот так, нужно снимать. Ученики и преподаватели Сабитовской школы часто становятся флагманами в исполнении фортепианной музыки башкирских композиторов в России и за рубежом. Учащиеся достойно представляют Башкортостан, становясь лауреатами и дипломантами конкурсов городского, республиканского, всероссийского и международного уровней. Так что такие концерты лишь закаляют характер и тренируют мастерство. Но и сейчас они исполняют мощнейшие произведения на высоком уровне. Анжелика Жигулина, Рамазан Мусин. Специально для «Горы новостей».